Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов-112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о смертельном наезде на улице Татарстан. Она, получается, с спины шла, и как будто бы она еще раз назад вот так сделала. 52-летняя женщина попала под колеса автомобиля Ford Focus. Сгорел в собственной квартире. Скорую погрузили, его стали откачивать, но не откачали, он угорел. Утренний пожар в доме по улице Декабристов унес жизнь 82-летнего пенсионера. В Альметьевске убили 8-летнего ребенка. Под подозрением его 38-летняя мать, которую также нашли мертвой. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. 52-летняя женщина погибла, попав под колеса иномарки на улице Татарстан. Как установили автоинспекторы, она шла по трамвайным путям, где проезжал водитель Форда Фокус. После наезда на место происшествия оперативно приехали медики, но спасти пострадавшую они уже не могли. Кто нарушил правила дорожного движения, расскажет Нафиса Минязова. Без сознания. То есть ее реанимировали. Эти девушки были одними из последних, кто видел женщину, идущую по трамвайным рельсам. Они услышали грохот. Когда обернулись, увидели пострадавшую, которая лежала на асфальте. Немного дальше находился разбитый Ford Focus. Но она, получается, с спины шла, и как будто бы она еще раз назад вот так сделала. Я ее увидел, начал отходить от столкновения, получается, чтобы ее полностью на капот не посадить. И, получается, задел ее правой частью. Я не знаю. Если бы она прямо шла, я бы ее по-любому не задел. Водитель иномарки утверждает, что пытался избежать наезда, но попытка оказалась тщетной. Женщина, по его версии, будто сама упала под колеса. Прибывшие на место медики уже ничем не могли помочь 52-летней пострадавшей. Женщина попала под колеса иномарки примерно здесь, где расположена машина автоинспекторов. Затем через несколько десятков метров она упала, машина проехала дальше. Возможно, погибшая смогла бы себе сохранить жизнь, если бы не поленилась и дошла до пешеходного перехода. Дойти до него оставалось буквально 30 метров. Водитель предположил, что женщина сократила путь из-за своего состояния. Про нетрезвое состояние, по ней даже так видно, что она пьяная. И там вроде бы бутылки вылетели в нее. Однако родственники и друзья погибших в социальных сетях уверяют, спиртным женщина не злоупотребляла и вела здоровый образ жизни. То, что она переходила дорогу в неположенном месте, установили автоинспекторы. Но она была не единственной, кто нарушил правила дорожного движения. 19-летний водитель Ford Focus за свой полуторагодовалый стаж вождения уже не раз попадал в поле зрения автоинспекторов. И в этот роковой вечер он ехал по трамвайным путям в нарушение требования дорожного знака «Объезд препятствия справа». Водитель двигался с превышением скорости. С его слов скорость автомобиля составляла 80 км в час. Имеется штрафы, 41 штраф у молодого человека, один из которых не оплачен. Большинство штрафов молодой человек получал за отсутствие полиса ОСАГО и нарушение скоростного режима. В ближайшее время ему изберут меры пресечения. Свою вину в произошедшем он признал. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллина и Вадим Илларионов. Вызов-112. Серьезная авария произошла на Сибирском тракте. Водитель Дэо Некси не справился с управлением и снес столб с камеры. Судя по повреждениям, автомобилист ударился головой об лобовое стекло. На место приехали медики, однако мужчина отказался от госпитализации. Не уступил дорогу и спровоцировал аварию. Hyundai Civic и Саньёк столкнулись на перекрестке улиц Побежимова и Чапаева. После удара один из автомобилей вылетел на тротуар. Кто прав, а кто виноват, выясняла Алия Хайрудинова. Я ехал по главной дороге, он, получается, отсюда выезжал, не уступил мне. Водитель «Хонды» рассказал, что ехал по улице Побежимова. На пересечении с улицей Чапаева имел приоритет в движении, а потому нажимать на педаль тормоза не планировал. Уже на середине перекрестка в бок его машины въехал Санг-Йонг. Мужчина, управлявший корейским кроссовером, свою вину признал сразу. Позднее он нашел повод для конфликта с автоинспекторами. Уехали обратно. Или же объяснили. Вы что мне объяснять? Я же вам тоже объясняю. Вы выполните свою работу. В итоге обоих водителей отправили в центр оформления ДТП, куда они поехали своим ходом. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин. Вызов-112. 8-летнего мальчика убили сегодня в квартире одного из домов в Альметьевске. Тело ребенка с признаками насильственной смерти в виде следов удушения обнаружил пришедший домой отец. Как полагает следствие, преступление могла совершить 38-летняя мать школьника. Ее тело без признаков насильственной смерти также обнаружили в квартире. Она оставила предсмертную записку. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Тело мужчины, одетого в зимний костюм, обнаружили прохожие в 10 метрах от берега реки у поселка Красный Яр в Спасском районе. Личность погибшего устанавливается. Сейчас сотрудники полиции выясняют имя мужчины и изучают списки пропавших без вести. Тело неизвестной женщины достали из воды возле Нижнекамской плотины в Набережных Челнах. Из-за долгого пребывания в воде внешность утопленницы сильно изменилась, поэтому ее личность пока не установлена. Давность наступления смерти женщины определят судмедэксперты. 1 человек погиб, еще 5 удалось спасти. Таковы последствия утреннего пожара в квартире дома по улице Декабристов. Жертвой огня стал 82-летний пенсионер. Мнения соседей о пожилом человеке разделились. Кто-то полагал, что мужчина жил скромно и не доставлял никому проблем, а кто-то отмечал, что от него уже давно ожидали нечто подобное. Айрат Назипов был на месте трагедии. Его потом вытащили, он уже угоревший, черный был. В скорую погрузили, да, его стали откачивать, но не откачали, он угорел. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 112 в районе 7 часов утра. Однако соседи уверены, возгорание могло возникнуть задолго до звонка. Некоторые слышали шум и странный запах, доносящийся с соседней квартиры едва ли не с ночи. 4-летняя девочка, она у нас спит в спальне. И вдруг она вскочила, ой, гроза, и показалось, как будто бы гроза на улице. А на самом деле там какой-то грохот стоял. Я по стене стучала, думаю, он нам чем-то уронил или что. Вот. А видать, в это время у него там началось, наверное. Может, курил в спальне, кто знает. Прибывшие на место пожарные вывели на улицу с помощью дыхательных аппаратов 5 людей. Те, кто жил на самом верху, остались дома. А тут на меня дым, но дым-то не едкий. Хозяин горевшей квартиры в тот момент находился внутри. Чтобы извлечь пострадавшего на улицу, огнеборцам пришлось взламывать дверь с помощью специнструмента. Как говорят соседи, мужчина жил здесь больше 50 лет. Многие описывают его как скромного и одинокого жильца, но некоторым он доставлял хлопоты. Я сразу думала, что это он. Это мы ожидали уже, что так будет. Один раз газ он открыто оставил. До этого мужчина жил с женой, но она умерла несколько лет назад. Руку прокусил он, когда, видать, был пьяный. Вот. Руку прокусил? Ну да. А она когда умерла? Она умерла, он жил один, с ним не общались. Что стало причиной возгорания, выясняют пожарные дознаватели. Но, скорее всего, огонь вспыхнул из-за человеческого фактора. Айрат Назипов, Вадим Илларионов, вызов 112. Двойную кражу предотвратили сотрудники магазина по улице Николая Ершова. Поздним вечером супермаркет посетил мужчину. Он вынес из заведения товары бытовой химии, не заплатив за них. Видимо, поверив в безнаказанность, предполагаемый злоумышленник вновь вернулся в магазин и на этот раз хотел украсть сковородку. Но эта попытка оказалась неудачной. Мужчина был пойман. Стоимость ущерба сотрудники заведения оценили в сумму чуть больше 5000 рублей. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. Схватился за нож, не получив желаемого. Нетрезвый мужчина напал на свою бывшую супругу в одной из квартир первого дома по улице Адели Кутуя. Что он от нее требовал и чем в итоге все закончилось? Ответы на эти вопросы в репортаже Вероники Гайнудиновой. Возьмите у него книгу, подойдите, спросите. Пострадавшая была немногословна, так же, как и ее бывший супруг. Что перепугу вы снимаете здесь, а? Я вот что-то не понимаю. По предварительным данным, мужчина пришел в гости к своей бывшей жене и стал выпивать. Изрядно повеселев, он начал просить у нее деньги в долг, а получив отказ, стал требовать золотые украшения, но вновь потерпел неудачу. Сменив милость на гнев, разъяренный гость схватился за нож и им порезал ей руки. Перевязав раны, женщина вызвала стражей порядка. В итоге пострадавшая написала заявление в полицию. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. В Казани арестовали сотрудника МЧС, которого вместе с мировым судьей Новосавиновского района задержали с наркотиками в Зеленодольском районе. По предварительным данным, оба попались с поличным после того, как забрали из тайника в лесу около 80 свертков с мефедроном, каждый весом в 1 грамм. В итоге в отношении одного из задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Судью полицейским пришлось отпустить. Чтобы привлечь его к уголовной ответственности, требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Известно, что мужчина уже подал в отставку. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.